Нет, говори. Не понимаю. Она сделала такие посылки, получали некоторые из знакомых ей женщин, когда сопровождающие такие письма, что ваш муж погиб, вот наши части, в общем, какой-то такой набор вещей, который, видимо, был принят, чтобы помочь как-то семье пережить горе. Ей приходит такая посылка, не от кого было, кроме как она решила, что это посылка знак, что вот погиб ее муж, поскольку А какой это был год? Ну, так я не могу сказать, почему. Ну, уже после 41-го года, да, 41-го. это именно годы войны, ну, там, 43-й, например. Она считала, что именно в это время он погиб. Что он, скорее всего, сражался в одном из штрафных батальонов, и набрали среди заключенных, отправили добровольцев. Она рассказывала о сложной вот своей судьбе, когда почему ее муж был одним из руководителей Тарусского района, партийным руководителем. И после его ареста ей некуда было деваться. Она помчалась в Москву, потому что здесь жил, занимал известное, значительное место в советской иерархии Александр Фадеев, который был просто личным школьным другом ее мужа, с которым они вместе принимали участие в партизанской борьбе в Приморском крае, в окрестностях Владивостока. И там еще назывался ее третий человек, не помню сейчас фамилию. Ну, может быть, это и был мой дед. Вот, и она сумела записаться на прием, но не была принята. В смысле, третий человек как... Который партизан. Они потом, нет, понятно, была такая ситуация, что потом они все втроем поступили в Москве в институт одновременно, они шли по жизни рядом. Видимо, тогда другой был принцип предоставления общежитий студентам, то есть в общежитии могли жить студенты не одного вуза, а нескольких вузов. И вот они, студенты разных вузов, жили в одной комнате. И это как раз та комната, в которой теперь жила Вера Сергеевна. А в этой комнате когда-то вот жили они втроем. Но Александр Фадеев не принял участие в ее судьбе, она не была им принята. Она не могла устроиться нигде на работу, потому что как-то становилось сразу ясным, что она жена человека, который арестован, и ей всюду отказывали. Называя, не называя причин, неважно. А как раз в 122-й школе директор Трофим Никитич Полищук принял ее. И это был значимый. Вот, как бы не относиться к нему, он много чего делал не педагогично. В частности, некоторых хулиганов он звал себе в кабинет и лично бил. Но, тем не менее, он собрал хороших учителей и совершал действия, которые могли грозить ему всякими неприятностями. А в то время потерять ему определенную работу, это означало потерять жилье, потому что он жил при школе. Ну, Вера Сергеевна, я уже напомню, она приняла большое участие, именно как мой классный руководитель, в момент, когда я лишился, ну, будем говорить, родителей, хотя речь идет о смерти моей мамы. Причем я помню, как-то у нас собирались именно тогда, и принимал участие в беседе Игнат Тещ, кто-то... Извини, отец не приехал? Отец не приехал, и он прислал письмо. Более того, когда решался вопрос о кому быть опекуном, то один из вариантов, который перебирался, все-таки в Москве находятся мои родные тетки. Ну, одна инвалид, конечно, она не может быть опекуном. Но вторая, при том, что сыновья уже взрослые, и все-таки от Садово-Самотечной до родная тетка, да? От Садово-Самотечной до Пушкинска не такое большое расстояние. Абсолютно. И транспортно удобное сообщение. Тогда особенно, потому что
по-моему, 15-й троллейбус, он ходил прямо с площади Пушкина, проезжал по Лиховому переулку, выходил на Садовую. Короче, рассматривался вариант, что они могли бы, кто-то, ну, Женя могла бы стать опекуном. Причем шла речь именно о том, что это никак не было связано с материальными затратами. Сразу обозначалось, что семья, родные мамы помогать будут материально. А именно для того, чтобы оформить само существование мое отдельное в комнате и защитить будущие мои права. Не попасть в детский дом, или чтобы комната не оказалась в руках опекуна чужого лица совсем. Сестры, они точно так же поступили, как и отец. То есть они прислали сочувственное письмо, написанное очень высокопарным слогом, торжественным таким, видимо, годящимся для цитирования в публичных каких-нибудь изданиях, с отсылками к высоким чувствам и к нравственным поступкам, желательности их, во всяком случае. Но ничего реального и никакой помощи с точки зрения продвижения вот этого сложного вопроса опекунства, значит, они не приняли участие. И отец как-то тоже отделался каким-то письмом, не приехал, ничего не сделал. Я, кстати, не убежден, что ему вовремя сообщали, потому что существовал определенный момент, когда он... Ну, может быть, и не знали его адреса, и, в общем... Может быть, и с этим связано, не знаю. Понятно. С отцом ну, значит, и он не стремился с тобой поддерживать отношения. Ну, не чересчур стремился, так будем говорить. Более того, уже в моменте, когда уже после школы, и у меня был своеобразный такой период жизни, когда я с точки зрения общества жил не совсем правильно, раздался звонок по телефону. И я спрашиваю: алло, алло, некоторое молчание идет, а потом идут такие слова: привет из Ленинграда. А у меня какие-то люди сидят, и что-то как-то... Ну, какая-то была беседа, требующая того, что... Нам привет и привет, она тебе интересна была. Нет, я спрашиваю: привет, что за привет, какой привет, от кого? У меня опять привет из Ленинграда. И только через день или два я понял, что это, скорее всего, звонил отец. Потому что, когда он писал, мне иногда все-таки в начале, после своего ухода, писал письма, и иногда послал посылочки в виде книг, причем своеобразные, какие-то авторов он писал. Но мне не интересно. Он всегда подписывался, была фирменная подпись: привет из Ленинграда. И, видимо, он переоценил значимость этих писем в моей судьбе. Он, видимо, думал, что привет из Ленинграда меня звучит как пароль, и решил им воспользоваться, чтобы вот это он. Но я не среагировал должным образом. А его, видимо, обидело, что я привет из Ленинграда требую обозначить, а кто же мне привет передает. Ему показалось каким-то грубым и обидным, и он не стал обозначать себя. Так что с отцом тут все понятно. А с Верой Сергеевной она пыталась как-то и дальше участвовать в моей судьбе. Более того, она подружилась с моими родными, к ней очень хорошо относился и Игнатий Иосифович, и подружилась она с Альбиной, твоей мамой. Это был, кстати, как раз вот все тот же самый период, когда Альбина жила в Москве, она ждала ребенка, она примеряла на себя возможную роль опекуна при этом. Более того, оказалось, что муж Альбины сын тех людей, с которыми она знакома в Тарусе, у них нашлись общие знакомые, близкие, то есть нашлись какие-то общие интересы. И вот это вот участие в моей судьбе, она как-то так думала, что она вошла в мою жизнь, и так я уже вот ее. А я как-то не хотел становиться ее. Это было вот... У меня было желание совершать неправильные поступки. А у нее, с точки зрения воспитателей, взрослого человека, который хочет предупредить чего-то,
Конечно, было желание оберегать меня от этих поступков. Но одной из моих неправильностей была влюбленность. Это она в 10 классе особенно проявилась. К 9-класснице Мусе Сосниной. Полностью говорить Мария Михайловна. Муся это Мария? Муся, да, это такая девочка, которую я любил. И какие-то были трудные взаимоотношения. Причем я очень как-то был привечаем в семье. У нее мама была Сара Алексеевна. Она как-то очень меня привечала. Неплохо ко мне относился ее отец. Тоже неординарная фигура. Он был одно время то ли главным московским цензором, то ли, может быть, даже еще более высокая фигура в цензуре. Это был тихий, небольшого роста человек, который уже к тому времени был на пенсии, никакой политикой не занимался, никакие такие темы не говорил, был погружен исключительно в садоводчество, очень успешно выращивал всевозможные ягоды. А как его звали, ты не помнишь? Ну, Михаил. Угу. Ну ладно, Михаил. Может быть, Михаил Михайлович. Ну, могу забыть. Ну, Соснин, Михаил. Ну. Она, Мария Михайловна, вот его отчество мог забыть, ее Сара Алексеевна. Причем он был для нее вторым мужем и спасением в каком-то смысле. Она рассказывала мне о своей судьбе. У нее был старший сын Донат, он был от ее другого мужа. К тому времени, когда я стал знаком с этой семьей, он уже работал прокурором в каком-то из уральских, Донат? Да, каком-то из уральских городов. А тут еще был интересный момент. У нас в школе организовался кружок театральный, тоже любопытно. Руководила им библиотека, но не школьная библиотека, а какой-то из районов, ну, в общем, расположен недалеко от нашего района библиотек, и она была дружна с коллективом артистов, учеников школы МХАТ, которые как раз в это время были озарены идеей создания самостоятельного театра. Это будущие МХАТовцы, будущий театр, современник точнее, из этой группы. И она была в курсе вот этого молодежного театрального движения. Сама она как-то со стороны в него входила. Видимо, она не решилась рискнуть идти в артисты или в режиссеры. Но она не была артисткой, но она живо интересовалась и дружила с ними. Но она создала вот этот театральный наш кружок. Она выполняла в этом кружке роль постановщика, режиссера. И там мы как раз и подружились. Ну, по-настоящему я там обратил внимание на Мусю, которая до этого испытывала, скорее, неприязненные чувства, потому что я ходил в один из домов, где жил кто-то из моих одноклассников, не помню. Она жила в этом доме на первом этаже, это Трехпрудный переулок, дом 8. И она выходила с мальчиком, вот компания какая-то, я к тому времени уже в дворовых компаниях уже обжился, а она выходила вот с молодым человеком, старше ее, моим ровесником, тоже, значит, он был 10-классник. Они выносили огромный мяч, каких-то совершенно немыслимых размеров, и они вдвоем играли в волейбол. Таких два аккуратненьких существа из другого мира. При этом у нее было очень красивое, ну, в общем, мне нравилась эта фигура и красивое платье, но это было вот, с моей стороны, было неприятие куклы, вот слог, да, вот в трех толстяках, да, вот она была кукольной, значит, не так, как балерина, которая прыгает по проволоке, а что-то было в ней вот ненатуральное, отстраненность такая от всех, подчеркнутость. А тут мы, значит, встречаемся в драматическом коллективе, ставим пьесу, «Юбилей». Это Чехова пьеса, если ты помнишь, там у начальника небольшого учреждения какая-то дата, и его подчиненные готовятся его поздравить. А туда является его жена легкомысленная, которая все это
торжественную обстановку меняет своим присутствием, взбалмошностью и так далее. То я играл как раз мужа, начальника, да. А взбалмошную эту девушку, его жену, не девушку, а жену, играл как раз Муся. Ну и поэтому тут какие-то прикосновения. Ну и вообще муж и жена, да. Вот. И мы так эту пьесу как-то обкатали, мы с ней выступали в этих пунктах во время всевозможных мероприятий. Причем вот впервые тогда я как-то почувствовал, что, ну, это так не формулировал, а сейчас формулирую, некую ложность конструкции Станиславского в том, что вжиться надо в образ и переживать его, и жить на сцене. Я считаю, что надо просто немедленно повторять, вживайся, но чувствуй отстраненность. Потому что если ты вживешься и будешь действовать сам по себе, получать удовольствие на сцене, то это будет полный провал. Зритель не будет получать. Да. Совершенно верно, да. Вот этого впервые я ощутил именно в этот момент. Ну, кстати, как продолжение этой темы, просто боюсь, что я не скажу это, а это мне интересно. Недавно по телевизору показывали какой-то коллектив, современный, западный, 3 или 4 человек, они играют на музыкальных инструментах, при этом скачут. И я впервые увидел осознанное, на мой взгляд, совершенно другая форма поведения, именно которая только сейчас может быть осознанно реализована. Артиста по отношению к залу. Когда он выступает не для того, чтобы понравиться, не для того, чтобы как-то так почувствовать себя в центре внимания. Он выступает по-другому. Он выступает с тем, чтобы эту толпой управлять с помощью данных ему инструментов воздействия. Я понял, что это совершенно другой качественный подход к отношению между залом и... Думаю, что это осознавалось и раньше кем-то, но такую мысль, которую я сейчас говорю, я вообще ни у кого не слышал. Я выхожу на сцену, не нравится, не то, чтобы меня услышали, не то, чтобы меня увидели, я ухожу ими управлять, они объект управления. Ну, сыграли вот мы эти спектакли, и, конечно, получилось так, что тут были 9-классники, 10-классники, и мы стали входить в семью Сары Алексеевны, Сосниных, именно коллективом таким уже междуклассным, и 9-классники, и 10-классники. Ну, а я стал влюбленным в эту Мусю. Очень интересная девочка, она, по-моему, из тех женских натур, которые неизвестно, почему нравятся мужчинам. Ну, неизвестно почему. Ну, феромонистая. Она всегда была в центре внимания. Вот, но при этом у меня были же, конечно, такие определенные еще отношения к женщинам уже так вполне мужеские, так скажем. Но вот но здесь, это было безответное чувство? Здесь, нет, это было ответное чувство, в том-то и весь драматизм ситуации. Но я считаю, что драматизм. Дело в том, что вот, ну, я обращал внимание в книгах, может быть, потому что это мне было интересно, но во многих книгах описан, особенно это, кстати, у Герберта Уэллса было точно выражено, что вот есть любовь земная, есть любовь небесная. Вот Муся была для меня небесной любовью, то есть там было все земное присутствие, оно мной ощущалось, но некоторые свои проявления, так скажем, проявления любви страстные, так будем говорить, они, ну, если хочешь, это может быть воспитание, это табуировалось. Поэтому для меня мысленно было там не только мечтать, но и действовать определенным образом в отношении других женщин. К тому времени, так уже, я, можно сказать, в 10 классе определенный опыт был. Не могу сказать, что это хорошо, но так это было. Вот, а я был принимаем в семье, Сара Алексеевна как-то уважала меня именно как-то как способного мальчика. И вот мои взаимоотношения с Мусей, то, что я бросил как-то заниматься вообще в школе, то, что я связался с каким-то художественным миром, это совершенно не нравилось Вере Сергеевне. Она считала нужным уберечь меня от этого.
И это превращалось в какие-то сложные моменты, когда она, допустим, назначала мне встречу, я должен был прийти к ней, а накладывалась такая ситуация, что Муся чего-то там захотела, и я, естественно, встречался с Мусей. У нас были, ну, можно сказать, очень близкие отношения. То есть нас оставляли наедине, мы могли обниматься там, и так далее. Не переходили мы к полной телесной близости, но очень много что было. Я жил у них на даче, оставляли меня ночевать. Более того, мне разрешалось, мамой поощряла Сара Алексеевна, потому что мы спали в одной постели. В общем, так достаточно сильное испытание, я вам скажу. И, может быть, даже очень хорошее. Ну, видимо, я пока все-таки хочу рассказать о Вере Сергеевне, а не о Мусе. Так вот, она, во-первых, ревновала к ней, считала совершенно недопустимым, значит, наши отношения какие-то складывающиеся. И более того, они оборачивались тем, что я к ней переставал относиться должным образом. И я думаю, как это ни странно может показаться, что у нее возникли, ну, мы говорили уже о том, что многие отношения между людьми, между вообще событиями, в которых участвуют не только люди, но и предметы, наполненные эротикой. Я думаю, что в ее жизнь я вошел и вот с этой стороной. И поэтому сцена расставания с ней происходила таким образом, что она плакала, она лежала на кровати, на которой вот, значит, она плакала, я к ней приближался, и там она просила, чтобы я на прощание поцеловал. Это была очень жесткая сцена, я не берусь ее описывать, я впервые так об этом говорю, и, наверное, не стоило бы, может, об этом говорить, но и даже описать ее сложно. Это, на мой взгляд, вот ряд писателей считает, что одна из самых сложных задач – это в литературе описать близость между мужчиной и женщиной, так чтобы стало художественным произведением. Что мало кому из писателей это удается. Мне кажется, вот эту сцену вообще описать сложнее всего, потому что надо передать вот эти взаимоотношения разного возраста, скрытые желания, осознанные, неосознанные. Я, более того, за нее осознаю некую особость отношений и готовность к другим отношениям. Я улавливаю в себе какую-то жесткость, что я могу, а не попробовать ли? Я вот сейчас это говорю так совершенно спокойно, а это же пробуждение стыдного чего-то в тебе. Такая стыдная жестокость. Ну, не знаю, мне было как-то... Это тоже было табуировано. Я к ней не мог так же приблизиться, как и Мусь. Они становились для меня вместе, рядышком. При этом не было отторжения, не было возраста, отторжения просто другой женщине, вот и все. А вот с этой я должен расстаться и оттолкнуть от себя всякое управление. Ну, короче говоря, вот так прошла сцена прощания, больше мы никогда не виделись. Я не знаю, как она, видимо, как-то контачила, может быть, с моими родственниками, что-то им сообщала, потому что, наверное, ну, видимо, задавались... мама моя догадывалась о чем-то вот таком, и при всей своей симпатии к Вере Сергеевне, что-то вот... Она угадывала какой-то... Наверное, что-то она угадывала, да. Ну, а что, господи. Ну, она же все-таки тебя бывала у тебя. И... Нет, дело не в этом. Дело в том, что как-то я чувствую, что... Она тоже тебя любила. В какой-то момент я был вообще таким объектом любви учительниц. Потому что была учительница истории, очень симпатичная женщина. Очень симпатичная. Ей нравился именно как способный мальчик сначала. Когда к нам в школу приходили всевозможные комиссии, надо было показать какого-нибудь ученика, меня брали с урока, Ясно. я шел, отвечал на вопросы, демонстрировал знания. Причем это не всегда были знания, подчеркнутые на уроках, но, ну, ладно. Короче говоря, общий уровень развития учеников представлял. Так, интересно. Там было очень интересно. Там было как раз
Там это с ней в смысле? Какой-то вот или с комиссией? Нет, вот нет, с историчкой, я, к сожалению, забыл, как ее зовут. Ну забыл ладно, все. ну ничего страшного, да, всех не Была упомню. осознанная какая-то ею линия поведения на. Она пробовала, готов ли я к такого рода отношениям. Она, видимо, была готова к эксперименту. И я думаю, что она отошла в сторону, не стала реализовывать свои какие-то, на мой взгляд, планы, да, потому что она поняла, что я плохой объект. В том смысле, что я не пойму, я не получу такого свободного удовольствия. Что для меня это будет либо нравственным потрясением, что действительно я, вот, зная себя, думаю, что так будет произошло. Во-вторых, это может испортить вообще все, наши взаимоотношения окончательно. Поэтому она отодвинулась. Это было попробовано и закрыто. Очень интересно тоже система взаимоотношений. Вот. Но если так уже эту тему как-то взаимоотношений между женщинами старше меня возрастом и близкими каким-то другим отношениям продолжить, то она должна быть тоже рассказана, наверное, раз уж я все рассказывал. Не все, но много рассказывать того, что не рассказывал. Очень события развивались таким образом, что и как-то вот эта ситуация моих блужданий туда-сюда, это я уже говорю про то, что я поступил в институт, она еще учится. Короче говоря, то ли она решила специально сыграть на моих каких-то нервах. Она, еще когда я в школе учился, у меня появился приятель Маковеев, ее возраста мальчик, очень красивый, просто подчеркнуто красивый мальчик. То есть она стала играть на моих чувствах. Я ревновал ее там, к этому Маковееву, она делала специально, создавала эти ситуации. Потом появился еще какой-то мальчик такой же. И наши отношения в раздрай пошли. Более того, она потом, уже когда я поступил в институт, еще продолжали мы знакомыми быть, но мне совершенно в голову не приходило, что вообще, если я сделаю предложение и женюсь, то она с удовольствием уже выйдет замуж. Вот ей пришла пора, что называется. А у меня чувство любви никак не было связано с каким-то. Сейчас почему-то масса молодежи считает, что брак – это реализация любовных желаний, связанных с любовью. Для меня это совершенно разные понятия, и, на мой взгляд, человек, вступая в брак, должен хотеть вступить в брак, а не хотеть получить преобладание женщины. Ну, может быть, я не прав. Сказывается этот разрыв между земной и небесной любовью, так сказать, дальнейшее развитие этого комплекса. Так вот, когда уже все было понятно, когда было понятно, что мы расстались, она там вот сейчас вот выйдет замуж за человека с какой-то фамилией, за которую даже по этой причине не надо было выходить замуж. Усышкин фамилия. Вот, мне неприятно, но он уже где-то учился в каком-то институте, может быть, в МАИ, ну, каком-то таком достаточно престижном по тем временам. И меня приглашает Сара Алексеевна как-то поговорить, и приглашает на квартиру своей сестры старшей, Анны Алексеевны. В общем, тоже какие-то интересные подробности, да, вот как-то возникают. Я про эту Анну Алексеевну что-то знаю, то, чего не должен был бы знать. Но сейчас я знаю о том, что она определенным образом реагирует на мужчину, и в момент оргазма у нее сужается влагалище до такой степени, что мужчина потом не может выйти. То есть это то, что называется на русском склещенились. И вот для того, чтобы с ней поддерживать отношения, мужчина должен одевать специальные кольца для этого. Вот как ни странно, вот знаю такие вещи. Да, действительно. Ну, да. Может быть, взрослые женщины не все знают о том, что можно так. Что такое существует проблема, да. Да, ну, короче говоря, приглашает меня в квартиру. Это было общественно. Ну, у мужа было какое-то хорошее положение, что они имели отдельную квартиру, это не все могли иметь. И обеспеченные были хорошо. Вот нету Анны Алексеевны, квартира пустая, она приглашает
к себе на эту квартиру. Ну, что-то рассуждаем о Мусе, о том, о сём, о моей жизни. Какие-то драматические... Ты учишься на первом курсе? Драматические истории, да. Драматические истории из ее жизни. Но одна из таких историй, это то, как она ушла от первого мужа, когда узнала, что он изменил ей. Сразу взяла, значит, доната с собой и ушла, не объясняясь никак. А потом она так его любила, что он даже вот... Он женился, она уже нашла себе мужа как некое решение своей судьбы, не любя его. Ее как-то выдали замуж, заботящиеся о ней родственники. Она бегала так, чтобы увидеть своего первого мужа, и перебегала улицу где-то там, пряталась по переулкам. Так вот мы сидим, значит, идут всякие такие рассказы о Мусе, обо мне, о ней. Пьем довольно много. И мне становится... Да, она, значит, меня как-то так во время нашего питья начинает так целовать. Потом мне становится не очень хорошо, и она мне говорит, ну, приляг. Я ложусь на эту кровать, где Анна Алексеевна спит со своим мужем. И я как-то понимаю, как это иногда происходит. Некоторые подробности не сидят как-то в голове все равно. Присутствуют. И она ложится ко мне. И начинается вот так, что это совершенно недвусмысленно. По-другому не может быть истолковано. И я прихожу в ужас. Вот как раз я прихожу в ужас, я вскакиваю. Весь хмель вылетает из головы. Я срочно одеваюсь и убегаю. Просто спасаюсь бегством. Вот, на следующий день ко мне приходит письмо в квартиру. Вынимаю из ящика письмо, где она пишет о том, что я ее неверно понял, тра-та-та. Пишет мне в своем письме о том, что она перенесла ряд операций, что у нее были удалены определенные органы, которые связаны с функционированием как женщины. И что мне взбрело в голову неизвестно что, это все неправильно. И она хочет, чтобы я пришел, и мы с ней лично объяснились. Вот, но я не пошел на эту встречу, никаких личных объяснений не произошло. Вот. Но некий неблаговидный поступок я совершил в связи с этим. И мне стыдно за него. Ну, не немедленно, а спустя некоторое время. Дело в том, что Сара Алексеевна рассказала мне, ну, наверное, не в эту откровенную беседу, а может быть, именно во время этой откровенной беседы. Наверное, именно во время этой откровенной беседы, учитывая последующее развитие событий, что Муся не родная ее дочь, что когда они были в эвакуации, разбомбила эшелон, пришедший туда с беженцами, с эвакуированными беженцами, слова такого, наверное, все-таки не употребляют в отношении таких эшелонов. И она взяла девочку из этого разбомбленного эшелона. Поэтому условным является и дата рождения, и в некотором смысле и год рождения, 42-й. И спустя какое-то время был момент, когда мы встретились с Мусей, она уже замужем, у меня дочка. И я рассказал ей о том, что она не родная дочь Сары Алексеевны. Вот я считаю, что я поступил гнусно. Вот, скребет меня. Есть немного таких, потому что, может быть, их больше, но ощущаемых мною, как поступки неблаговидные. Их не так много, но вот один из таких это... Но, может быть, она это знала или... Может быть, может, она предполагала. Я не должен был... Это не важно. Важно, что я поступил неправильно. И я понимал, что я этим как-то хочу нарушить. Я воспринял это как некую вполне осознанное, неправильное действие, направленное против их взаимоотношений с Сарой Алексеевной. Про Сару Алексеевну тоже интересно. В тот момент, когда у нас развивался роман, и возникали какие-то сложности, когда Муся играла моими чувствами, там ревность, мне стали поступать
шифрованные письма. То есть бросают в ящик письмо, не прошедшее почту, там, написано каким-то шифровкой. Я, конечно, как человек, которому интересно решение задач, расшифровываю, да. И мне там описывают, что делала Муся, или чего она не делала, и что я должен по-другому как-то вот поступить в той или иной ситуации. Даются мне какие-то рекомендации. То есть я уже потом вычислил для себя, что возможно, что это была Сара Алексеевна, участвующая в наших взаимоотношениях. Это как раз особо-то. Ну, в общем, любопытно это все. И для меня не знала я об этой бурной. Ну, как бы я же... И для меня Муся это была навсегда любовь. И более того, я уже, когда женился на Наташе, я сказал, что у меня вообще в жизни есть любовь. Была любовь. Я вообще считаю, что, наверное, такого чувства больше не будет, такой силы и драматичности. И что я могу по-всякому поступить. Сам не знаю. И если что-то произойдет, возможны варианты самые разные. То есть я Наташе об этом сказал. Тоже глупо, конечно, такие вещи заявлять. Ну, по-моему, как раз честно. Но тем не менее так. Вот такая была. А Муся куда пошла учиться? Муся как-то сразу не поступила. Вышла она замуж за этого Шишкина, с ним потом рассталась. Потом она вышла замуж за моего одноклассника Рослякова Володю. Я, кстати, пытался тоже найти Мусю в какой-то момент. Ну, ты ее вроде даже недавно пытался. Я пытался даже найти, в этом веке. Да. Ну, ты почувствовал, не получается. Вот это, то есть надо какие-то усилия предпринять, на которые я не способен. Такой силы у меня чувств, видимо, нет. Страсти непременно увидеть. Но увидеть мне бы ее хотелось. А когда ты ее видел в последний раз? Ну, очень давно. То есть это было на 2-3 году нашей женитьбы. Да, ну, в 65-м году. 65-й год. Нет, я уже, видимо, работал, да. То есть я еще учился, потому что я учился заочно к тому времени. Но это мы были уже женаты с Наташей. Да. А у меня была дочка 2-летняя, по-моему. Она к нам приходила в гости. Ну, еще раз вижу, как я мало в людях понимаю, потому что я вот разглядывала фотографии семейные, то есть в этих играх одиноких детей. Разглядывание альбомов – это тоже одно из занятий. И твои фотографии там тоже были. Ну, какой-то образ, в общем. В Москве ведь было очень часто, не один раз в году. Ну вот. Ну, помню, меня из этого выбивалось, вот я маленькая, мы идем по подземному переходу, Аполлон, ну, где-то между 20 и 30 годами. И на мизинце у тебя какой-то огромный желтый ноготь. Вот это меня смутило. То есть все ногти нормально подстрижены, по-моему, вот руки как руки, а тут вот что-то какое-то. Но мне показалось это очень некрасиво. Это, кстати, от отца. Это фирменный знак отца. Несмотря на то, что он ушел из семьи, вот этот его отрощенный ноготь длинный на мизинце, это его знак, да, это кое-что от него оставшееся. Да, неправда желтеет. То есть можно, наверное, видимо, иметь длинные ногти, но надо дать ходить в маникюрша, заниматься маникюром. Нет, у некоторых они розовые там. И, ну, в принципе, это мертвые уже клетки-то, поэтому вот подстригаешь, и мне это не кажется какой-то жертвой. Но у некоторым идут. Но сейчас чем люди занимаются, вот нора искусственная. Наращивают ногти. Ну, тут, наверное, мне как-то вот так же, как парики. Ну, вроде красиво, но потом разочарование. Вот так и с ногтями тоже нет уж лучше. Да, ты что там творишь? Где наш кот? Подстричься. Ну, он не съеден, он рядом со мной. Вот, Дарик, пожалуйста. То есть не Дарик, а Рути. Вот он на столе сидит, отдыхает. Вот Дарик на диванчике.
Да, в общем, эта вот личная жизнь, она от математики тебя увела, понятно. Да, и, конечно, тут ситуация такая, я поступил в институт, ну, все эти переживания выходят на первый план. Ну, потом ты Более хорошо того, поступил, институт хороший был. Да, ну поступила в физтех, потом, вот выбор института, кстати, любопытно. Значит, поскольку я не учился по-настоящему последние годы, значит, вот здесь как раз не нужно этого делать, ему надо отойти. Дарик, иди ко мне. Дарик, иди, еще что-нибудь вкусненького. Да. Дарик, иди вкусненького. Дарик, на, возьми. Иди сюда. Иди, Дарик. Ну, возьми его, я возьми, его Дарик, держу, он хочет в другую сторону. Ой, Даркин. Вкусненько, он хочет что-нибудь вкусненького, рыженького. Дарик, иди сюда. Иди. Иди сюда. Вот она, любовь. На. Ну, один из авторов, очень мною любимый, он говорит, как это вот французы, они когда любят, они могут говорить, я хочу съесть тебя. Ему это кажется просто... Ну, мужчина может так заявить женщине. Ну, как-то... Что женщина? Фрукт разве что? Вот, ну, про себя, если быть честной. Наташа! А что, кошечку надо убрать или собачку? Кошку. Давай я это... Знаешь, возьми его. Все, сейчас. Ну, сумму, конечно, хорошо, но я боюсь теперь за собаку. Мы очень долго их вообще не соединяли, потом как-то Тарик понял, что нужно быть хорошим в отношении кошек. Конечно, но когда на него напала белая кошка, и он уже подержал в зубах. Он за меня хороший хватается. Нет, вот кислый. Теперь спускаем здесь. Ну, слава богу. Ну, разные люди разные чувства вызывают. И некоторых, конечно, хочется съесть. Может быть, и... Я вот собаку понимаю, а даже это игра, которая, ну... Да, конечно. Это проявление дружбы. Да? Дружбы, да. Но иногда так что-то нравится, что это хочется съесть. Ну что вы, как? Ну, дело в том, что пес начинает как-то подходить к коту, и я боюсь, что это может кончиться несчастьем. Я хочу сказать, что, может, обедать мы? Как? Ну, давай через полчасика. Может, через часик. Или через часик. Да. Вот. Значит, мы остановились на том, что все-таки я поступил в физтех. Это тоже любопытная история, потому что 10 класс, дальше жизнь продолжается, школа заканчивается. Я по-настоящему... А может быть, ты просто выучил уже все практически 90% или 95% того, что может дать школа, вот не к концу 10 класса, а к середине 9, и поэтому ослабление такого интереса, ну, как бы ты исчерпал эту сторону просто. Вот. Может быть. Но мне стали многие вещи другие интересны, кроме того, что мне интересно. Да, этот опыт у тебя стал появляться, которого не было раньше. И тут неизбежно, конечно, надо сказать о интересе к индийской и китайской философии, вообще-то к живописи. Я стал интенсивно ходить, такой смотреть разные выставки. Но вот момент надо как-то определяться, и я решаю, что я где-то не мыслю себе другого варианта, как студенческая жизнь, это как само собой разумеется. И поэтому выбирается вуз, когда передо мной лежит справочник, я просто-напросто первое вижу, что о таком вузе, как физтех, написано очень мало сведений, в отличие от других, они себя никак не расхваливают. Второе, там написано, что они сдают очень рано экзамены, так что можно потом отдохнуть и сдать экзамены в другие вузы. Сейчас это достаточно принятый вариант, многие вузы так поступают. Тогда это было исключением. Из правил было только два, по-моему, таких вуза, физтех и МИФИ. Вот. И третий момент, там оказывается самая большая стипендия. Ну, чтобы так понять разницу, в МГУ стипендия была 225 рублей на первом курсе, а в физтехе 400 рублей. Это заметная разница. И я решаю, что буду поступать в физтех.
Ну, здесь подключаются многие люди, в частности Юзик. Он приезжает, ну, узнает, во-первых, что раньше экзамены, да, он приезжает. Не Игнась? Нет, Игнась тоже, но первым был Юзик, приехавший в Москву. Ну, видимо, так сложились обстоятельства, что он мог, Игнась не мог. Игнась приехал на более ответственный момент, на момент сдачи экзаменов. Нет. А вот этот момент запуска, что называется, подготовки, приехал Юзик. Он считает, что мне надо как-то готовиться. Я убежден, что мне математику вообще не надо ничего готовить. Я все сам знаю. А вот физикой надо бы заниматься. И Юсик, приехав, там какие-то объявления читает, какие-то слушает, с кем-то разговаривает, и он находит мне учителя физики. Причем выносит какой-то задаток довольно крупный за то, что занятие. Ну, тогда, конечно, стоило относительно дешевле, чем сейчас, ну, насколько я могу оценить. Но, тем не менее, это были заметные денежки. Я, когда приезжаю заниматься с этим учителем физики, я понимаю, что мне совершенно не нужно. Я это могу делать сам, более того, с большим успехом, с большей отдачей. Когда он меня просто сажает и велит просто решать задачи из Знаменского, я могу делать и без него. Особых подходов, системы решения задач мне не дает. Но я с первого же занятия сказал Юзику, что нет, не будем тратить остальные деньги. Вот. Он поехал к нему с некоторым трудом, но он свои деньги у него забрал. А тут приходит ко мне, или к Юзику, не помню, пришла ли мама Володи Простякова. Это один из учеников, с которым мы вместе учились. Не знаю, как сложилась судьба. И он говорит, что очень хороший, она, скорее всего, все-таки мама его была. Она говорит о том, что очень хороший есть преподаватель. Он является аспирантом физтеха. И он хочет заниматься, готов подготовить вузы, причем серьезные вузы, включая физтех, МИФИ, МГУ. Но ему заниматься с одним, с двумя, надо хоть еще одного